почему США обращаются к Турции с такой просьбой, почему Марко Рубио, проводит телефон и звонит, премьер-министру Армении. Кстати, в скобках, почему не позвонил также и Алиеву. Звонка Алиеву, звонка в Баку, информации об этом пока нет. Пожалуйста. Ну, здесь, конечно, много разных вопросов. Да. Мне кажется, Это что просто тема одна. да, если пытаться логически рассуждать, да, конечно, Турция это страна, которая обладает известными рычагами влияния на Азербайджан. Считается, что также Азербайджан является страной, которая может повлиять на позицию Турции, да, и сейчас мы видим, что турецкая сторона, как минимум, на риторическом уровне каких-то символических шагов, она демонстрирует большую степень готовности как-то сигнализировать, да, Армении, что готова урегулировать отношения в большей степени, чем, например, азербайджанская. И, конечно, в этой связи Турция рассматривается для Соединенных Штатов, да, со стороны Соединенных Штатов, как ключевая страна, которая может, вот, с одной стороны, имеет интересы на Южном Кавказе, имеет известное влияние на Южном Кавказе, и имеет определенные инструменты воздействия на стороны, в том числе на Азербайджан. Насколько этот расчет правильный, насколько он может быть реализован, трудно судить. У Азербайджана все-таки есть собственная повестка и видение того, как будут развиваться, да, армяно-азербайджанские отношения. Азербайджан, конечно, хочет получить либо какие-то гарантии, которые он не может сейчас получить, либо какие-то уступки, которые пока не получаются, ее не устраивают, да, и в этой связи азербайджанская сторона пытается затянуть процесс, турецкая сторона пытается педалировать до завершения украинской той же войны, потому что дальше есть некоторая вероятность, что Россия вернется, да, в это состязание за Южный Кавказ. И в долгосрочном плане интересы Турции как в украинском вопросе, так и на Южном Кавказе, они имеют очевидное противоречие с интересами российской стороны. Относительно звонка Марко Рубио Николу Пашиняну, конечно, это тоже укладывается в новую, так скажем, политику, да, новой администрации США, которая сформировала свою риторику по отношению к Армении. Пока что это было довольно обрывочное заявление. Да? Тот же Марко Рубио говорил с Хаканом Фиданом еще в январе, да, кажется, когда по вопросу Сирии упоминал урегулирование на Южном Кавказе среди двух важных тем. В этот раз тоже это было, значит, опять Украина, Сирия и Южный Кавказ. Мы видели, что Стив Уитков говорил о том, что если США и он видит, что какие-то конфликты могут быть решены, то есть США стоит в это вовлекаться, но если он видит, что не могут быть решены, то есть, наверное, их не стоит касаться. И в качестве примера привел Украину, Иран и армяно-азербайджанские отношения. С учетом того, что эти усилия продолжаются, видимо, есть некоторое такое видение, что стоит приложить усилия новой администрации, чтобы достичь результатов. Видимо, но не уверены в исходе. из всех Да? конфликтов, я думаю, все-таки это самый легкий Который? для решения армяно-азербайджанский, ну, для таких стран, как Соединенные Штаты, да, если будут приложены те же усилия, что даже меньше усилий, чем в российско-украинской, например, конфликте, потому что, собственно, главный предмет и объект конфликта, он завершился. Да? Это вопрос статуса Нагорного Карабаха, в целом существования Нагорного Карабаха как армянского какого-то субъекта, даже объекта с армянским населением уже нет, и, соответственно, как бы сейчас у нас есть некоторая инерция и постконфликтное развитие, когда Азербайджан пытается уже действовать в рамках нового конфликта, который он создает. Да, это уже не карабахский конфликт, это уже новый конфликт между Арменией и Азербайджаном, где Азербайджан пытается получить какие-то преференции, какое-то долгосрочное преимущество над Арменией, или просто затягивает время, чтобы посмотреть, какие будут развития международное или в самой Армении, чтобы понять, как ей действовать. Вот в этом смысле, если новая администрация приложит усилия, мне кажется, она сможет достичь результатов. Вопрос в том,
что будет дальше, да. Теперь посмотрим все-таки, кто на кого влияет. Алиев на Эрдогана, Эрдоган на Алиева. Или Эрдоган на Алиева. Это сложный вопрос. Конечно, Алиев обладает Азербайджаном известной долей влияния на Турцию. Есть распространенная точка зрения, что это, во-первых, и азербайджанские какие инвестиции, это азербайджанский лоббинг, в том числе и поддержка. Мы знаем, что Азербайджан активно поддерживает также разные исследовательские центры, think-танки, да, так называемые, мозговые центры в Турции, оплачивает их определенные заказы, да, в том числе по армяно-турецким, значит, отношениям, чтобы исследования эти или их рекомендации, они носили проазербайджанский характер. Но мне кажется, что все-таки это, если Турция не захочет, да, это вряд ли она так уж уязвима для азербайджанской стороны. Здесь есть ключевой фактор. Даже отказ Турции поддерживать Азербайджан в случае военной эскалации, это уже очень хороший результат для региона, если это будет очень четко выражено. Да. Мне кажется, это практически снимает высокую степень вероятность того, что будет такая эскалация. И поскольку у Баку уже нет других аргументов, вот это дистанцирование Турции со временем, да, отход ее позиции от полной поддержки Азербайджана в даже более нейтральную, это уже для Армении будет важным шагом, важным результатом. Хочет ли Турция на этой стадии идти на такой шаг, трудно судить. И в чем ее мотивация, да, к самостоятельному урегулированию отношений с Арменией. Ну, собственно, сама Армения, если представить, что отношения Армении с Азербайджаном не будут урегулированы с Турцией, представляет не очень большой интерес для Турции. Да? Это тупик, по сути, закрытая страна. И даже с точки зрения транспортных коммуникаций, просто возможность путешествовать из Игдыра в Ереван или куда-то там Мегри, это не очень интересно турецкой стороне. А вот если открываются региональные коммуникации, это, конечно, более интересно. И Армения это кратчайший путь по территории Армении лежит в Азербайджан, если дальше в Центральную Азию и прочее, прочее. Но, с другой стороны, есть отношения Турции с Западом, которые испытывают кризис последние десятилетия, особенно последние 10 лет, да, с новой политикой Эрдогана, с его конституционными извинениями в Турции, и региональное вмешательство в Сирию и прочее, прочее. Да. И вот, мне кажется, здесь Турция заинтересована, то есть она может продать урегулирование отношений с Арменией как важный капитал в ее отношениях с Европой и с теми же Соединенными Штатами. И вот именно этот фактор как-то, он, конечно, пока что слабо нащупывается, да, но если будут какие-то тенденции развития в европейско-турецких отношениях и в американо-турецких, понятно, что вот этот интерес возрастает. Чем более изолируется Турция, и чем меньше у нее интереса к отношениям с западными странами, конечно, тем меньше перспектив, что Турция начнет самостоятельно, придаст самостоятельную ценность Армении как фактору. Да? Но если мы полагаем, что Турция укрепляет отношения с Евросоюзом, ей надо что-то показывать на армянском фронте. С Соединенными Штатами надо показывать.